В этом году хозяйства республики завезут рекордное количество коров молочных пород – более 12 тысяч. Половина из них из Европы. Первые иностранки уже прибыли в регион. Но прежде чем планировать высокие надои, животноводам необходимо проверить и здоровье прибывших буренок. В чем его важность, узнал Эмиль Басарьев. Если он болеет, то у него обычно сухое носовое зеркало и обычно стоит на стороне. Один из показателей здоровья коровы – прохладный мокрый нос, как и хороший аппетит. Но внешние признаки не дают полной картины. Эти 200 буренок галштино-фрисской породы приехали в Кармаскалинский район из далекой Дании. Однако, чтобы стать частью большого стада, провели месяц в карантине. И у каждой из коров брали анализы на выявление заболеваний. У нас ветврачи приезжали, забор крови, эти все полностью, которые мероприятия все провели. При исследовании, которые были выявлены подозрения, мы отделили коров и поставили отдельное помещение на карантин. Первоначальные анализы показали, у нескольких десятков коров есть подозрение на хламидиоз и паратуберкулез. При учете того, что все буренки стельные, эти болезни могут привести к развитию патологии плода и серьезно снизить будущую продуктивность. На хламидиоз здесь было где-то 13 голов и на паратуберкулез 3. Европа на эту болезнь не обращает внимания. Фактически они не исследуют его. У нас более суровые условия, морозные погоды. Естественно, происходит ослабление организма, и эта болезнь выстреливает. Повторные анализы, взятые специалистами Россельхознадзора, показали норму. Хозяйство получило на руки соответствующие документы. Они имеют юридическую силу, если придется выяснять отношения с продавцом в суде. Но на ферме готовятся к более приятному событию. Появление первых телят от новоприбывших коров на ферме ждут уже в августе. После этого датчанки пополнят основное дойное стадо хозяйства. В этом году по программе развития молочной отрасли в Башкортостан завезут более 12 тысяч коров. Это рекордные цифры. Хозяйства получили субсидии от государства на возмещение части затрат. На сегодняшний день почти 500 иностранных буренок уже обживаются на новом месте. Если взять 7 лет тому назад, если у нас средняя продуктивность была на уровне 3700 килограмм на корову, сегодня мы уже надаем на одну корову 5400. И данный показатель по оперативным данным, которые у нас имеются, ежегодно растет. В планах к 2030 году достигнуть показателей в 1,5 миллиона тонн литров товарного молока в год. Кроме того, уже сейчас начинает работу республиканская программа развития мясного скотоводства. Так что поголовье крупнорогатого скота в регионе будет расти и дальше. Эмиль Басарьев, Булат Садриев, Ильдус Камалеев. Новости. Кармаскалинский район.